Письмо девушки про свою жизнь и многоженство. Берите нас замуж, проявите к нам жалость, защищайте нас от холода одиночества. Когда я приблизилась к 20-летнему возрасту, как и любая девушка, мечтала о молодом парне, соблюдающем каноны религии, с благородным нравом, размышляла, строила мечты, как мы будем жить, воспитывать детей и так далее. И я всегда спорила с братом, а иногда с дядей, о многоженстве. Они пытались переубедить меня, но я упрямилась и не желала их слушать. Говорила им, что абсолютно невозможно, чтоб со мной в жизни мужа участвовала еще одна женщина. Абсолютно невозможно, чтоб я делила своего мужа с другой. Иногда по моей вине происходили проблемы между другими супружескими парами, потому что мужья хотели жениться еще раз, а я натравливала жен против своих мужей, чтобы их охватил приступ гнева против такого решения. Но прошли годы в мечтах и ожидание принца на белом коне. Я все ждала, а он задерживался, но я продолжала ждать. На пороге уже было 30 лет. О, Господи! Что же мне делать? Выйти и поискать жениха? Скажут, какая бесстыжая. Так что же мне делать? Мне остается только ждать. Однажды я услышала, как одна из женщин, сидевших неподалеку от меня, сказала: «Такая-то стала старой девой». И я про себя сказала: «Бедняжка, такая-то стала старой девой». Однако, такая-то — это же я. Они говорили обо мне. О, Господи, это же меня так зовут. Я стала старой девой. Какой грозный удар! Как бы я ни описывала, вы никогда не почувствуете этого. Я стала перед фактом. Я старая дева. Я начала думать о том, как мне быть, что же мне делать. Время уходит, дни идут. Мне хочется кричать о своей боли. Я хочу мужа, под тенью которого я буду находиться, который будет помогать мне и который будет решать мои проблемы. Я хочу жить, хочу рожать детей, наслаждаться своей жизнью. В один день мой старший брат приходит ко мне и говорит: «Сегодня приходил мужчина, чтоб свататься к тебе, но я отказал ему». Не задумываясь над своими словами, я воскликнула: «Почему же? Тебе не стыдно?» Он мне ответил: «Потому что он хотел взять тебя второй женой, а я знаю, что ты против многоженства». И я чуть не закричала ему в лицо: «Но почему же ты не согласился? Я согласна быть второй, третьей или четвертой женой». Именно сейчас я постигла мудрость религии в многоженстве. И это всего лишь одна мудрость, которая заставила меня согласиться. А как же с другими его мудростями? О Аллах, прости мне мои грехи. Поистине, я была невеждой. Я делаю к мужчинам: женитесь на одной, двух, трех и четырех при наличии возможностей и условий соблюдения справедливости. Избавьте нас от мрака одиночества. Мы ведь тоже люди, как и вы, чувствуем и испытываем боль. Защитите нас, проявляйте к нам жалость. А это обращение я направляю к моей замужней сестре, мусульманке. Восхваляй Аллаха за ту милость, благодаря которой ты не испытывала муки старой девы или женщины, оставшейся без мужа. Я прошу тебя не сердиться.
И если твой муж захочет взять в жены еще одну, не препятствуй ему. Наоборот, подстрекай его к этому. Я знаю, что это трудно для тебя, но надейся на вознаграждение Аллаха. Посмотри на состояние своих сестер по вере, среди которых есть старые девы, разведенные, вдовы. Считай их своими родными сестрами, и ты получишь великую награду за свое терпение. Может быть, ты скажешь мне, для нее найдется свободный мужчина и возьмет ее жены, а я говорю тебе, посмотри статистические данные населения. Поистине, число женщин намного выше, чем мужчин. И если каждый мужчина возьмет в жены только одну жену, то большинство женщин останутся незамужними, старыми девами. Не думайте только о себе, думайте о нас тоже. Умираю от сильного гнева, когда вижу мужа, держащего за руку свою жену. Чувства мои бунтуют, однако бесполезно. Не является секретом ни для кого польза от многоженства. Поистине, оно является одной из сильнейших опор сохранения целомудрия и одним из величайших путей привлечения добра, благодати и увеличения удела. И это знают обладатели веры и знания. И если ты не обладаешь мужеством для многоженства, то отправь это тому, кого считаешь обладателем такого мужества.